когда весь мир практически готовится торжественно отметить 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, к сожалению, можно констатировать, что особенно на Западе развернута такая активная работа по пересмотру результатов Второй мировой войны, по фальсификации результатов войны, по фальсификации причин этой войны. И то, что касается нефтяной промышленности, там раздается очень много голосов, что Советский Союз победил в этой войне благодаря ленд-лизу, благодаря поставкам нефтепродуктов в Советский Союз. Могу сразу сказать, что, конечно, такие поставки, они были, имели место, но по сравнению с тем, сколько было потрачено нашей страной различных горюче-смазочных материалов в этой войне, доля ленд-лиза составляет очень небольшую долю. По разным оценкам, в годы войны наша страна, наша армия израсходовала более 16 миллионов тонн различных нефтепродуктов. А поставки по ленд-лизу, они составляли всего около 2 миллионов тонн. Поэтому утверждать можно смело, что Советский Союз, советский народ выиграл эту войну не благодаря ленд-лизу, хотя эта помощь имела какое-то значение, а именно за счет мобилизации всех своих внутренних резервов, за счет массового героизма Советского Союза на фронтах и особенно в тылу. Сегодня много говорят о целях Второй мировой войны, но почему-то очень мало говорят, что одной из целей фашистской Германии был не только захват территории, но и захват именно территорий, богатых в первую очередь нефтью. Поэтому особое место в планах фашистской Германии отводилось первоочередному захвату богатых нефтью районов Советского Союза. А это Баку, Азербайджан, Грозный, Майкоп, Краснодар и Западная Украина. Исторически так сложилось, что нефтяная промышленность страны долгие годы была размещена в основном на окраинах Советского Союза. Это Баку, Грозный, и Краснодар, Кубань и так и далее. Что само по себе было стратегически неправильно и невыгодно. И на это еще в 1919 году указывал Владимир Ильич Ленин, что такая концентрация нефтяной промышленности, особенно в Баку-Грозном, где добывалось более 80% союзной добычи нефти, она чревата очень серьезными последствиями. И в стратегическом плане эти районы в случае военных конфликтов весьма уязвимы. Поэтому уже в 30-е годы советское правительство приняло все меры для того, чтобы создать нефтяную промышленность в
центральных районах Советского Союза. И в первую очередь в районах Второго Баку. Я не буду тут рассказывать о том, как создавался Второй Баку. Об этом много написано и сказано, но я хочу обрисовать общую обстановку, которая складывалась, во-первых, в начале войны, и роль нашей республики Башкирии в подготовке и в ходе всей Великой Отечественной войны. Башнефтекомбинат в Уфе был создан в 1940 году. Значит, в состав башнефтекомбината входило два нефтедобывающих треста. Это Ишимбайнефть и Туймазанефть. Объем добычи в предвоенные годы, вот за 1940 год, составлял 1,5 миллиона тонн в год. В составе башнефтекомбината функционировало два нефтеперерабатывающих завода. Это Ишимбайский и Уфимский. Сегодня это Староуфимский нефтеперерабатывающий завод. А в годы войны это завод номер 433. А Ишимбайский завод имел номер 417. Война не началась неожиданно. Вся страна, руководство страны знало, что она неизбежна, и поэтому активно, целенаправленно готовилась и предпринимала всевозможные усилия для того, чтобы как можно дальше оттянуть начало войны. Но 22 июня наступил тот день, когда вероломно, без объявления войны, фашистская Германия напала на нашу страну. Парадокс в том, что даже в этот день, когда уже гремели пушки и немецкие самолеты бомбили наши города и села, последние эшелоны советской нефти в это время пересекали границу, направляясь в Германию. Потому что в предвоенные годы было заключено несколько соглашений, по которому мы поставляли в Германию нефть, нефтепродукты, другие виды сырья в обмен на оборудование, на вооружение частичное. И поэтому так получилось, что 22 июня в Германии, в Дуйсбурге, находилась большая делегация Советского Союза, которая поехала туда принимать оборудование по этим контрактам. В числе этой делегации был наш ишимбайский буровой мастер Андрианов Семен Михайлович. И 22 июня, значит, они просыпаются в гостинице, там уже бравурные марши, немецкое радио объявляет, значит, громогласно о победоносной войне, значит, против Советского, значит, Союза. Все они были арестованы, и только через долгие месяцы с помощью Красного Креста через Турцию удалось вернуть этих людей, значит, на родину. Война началась в Башкирии, особенно в коллективах нефтяников. В первый же день прошли многотысячные митинги, где нефтяники
объявили о своей готовности защищать свою родину, и если они останутся, так сказать, на местах, то приложить все силы, чтобы обеспечивать максимальную добычу нефти, и тогда в нефтяных коллективах прозвучал лозунг: «Каждая тонна нефти – это наш залп по Гитлеру». Многие нефтяники в первый же день обратились в военкомат с просьбой уйти добровольцами на фронт. Хотя многие из них имели бронь, потому что страна понимала, что нефть нужна. Но поэтому многим нефтяникам в этой просьбе было отказано, потому что нефть для фронта или в годы войны это был такой же военный фронт, потому что без нефти все это грозное вооружение, все эти танки, самолеты практически, как в одной книге было сказано, они представляют собой консервные банки. То есть без горючего это ничто. – 29 июня 1941 года было принято закрытое постановление нашего правительства, Государственного комитета обороны страны о разгрузке Москвы и эвакуации многих предприятий центральных органов власти из Москвы в другие регионы. Так получилось, что наркомат нефтяной промышленности должен быть эвакуирован в Уфу. Значит, практически в июле, в августе месяце весь аппарат наркомата был переведен в Уфу. Наркомат размещался в здании сегодняшнего театра оперы и балета, о чем свидетельствует, значит, памятная плита, установленная вот в Уфе перед зданием оперного театра. А работники наркомата размещались по адресу Уфа, Ленина, 7, там, где сегодня находится здание Министерства внутренних дел Башкирии. Когда наркомат переехал сюда, было принято решение Башнефтекомбинат ликвидировать. И все руководство нефтяной промышленности республики взял на себя наркомат. Некоторые говорят, почему-то утверждают, что наркомат находился в Самаре. Но это не так. Действительно, нарком нефтяной промышленности Седин вместе с правительством находился в Самаре. Но весь аппарат во главе с первым заместителем наркома Николаем Константиновичем Пайкбаковым находился в Уфе. И ясно, что именно вот 41-е и 42-е годы именно из Уфы управлялась, руководилась вся нефтяная промышленность страны. И поэтому Уфе, Башкирии в эти годы уделялось особое внимание, как затем вспоминал начальник Башнефтекомбината Степан Иванович Кувыкин, который был назначен на эту должность в 1942 году,
после возвращения наркомата в Москву. А наркомат вернулся, когда обстановка на фронтах немножко стабилизировалась, и враг был отогнан от Москвы. Интересный факт, как его назначали начальником Башнефтекомбината. Ему тогда было 38 лет, он работал в Бугуруслане, управляющим треста Бугуруслан-нефть. И его приглашают к Сталину. Его кандидатуру представляет нарком Седин. Иосиф Виссарионович задал Степану Ивановичу лишь один вопрос. Понимает ли молодой человек всю ту меру ответственности, которая на него возлагается? Получив удовлетворительный ответ, он подписал приказ о назначении его начальником Башнефтекомбината. И вот Степан Иванович вспоминает, что обстановка была такой, что он ежедневно получал звонки от ГКО, от Сталина. Спрос шел за каждую тонну нефти, за каждую откруженную цистерну нефтепродуктов, за каждую скважину. Всего за годы войны на фронт было призвано более 5000 нефтяников. Если посчитать, что в коллективе Башнефти в эти годы работало порядка 15-20 тысяч, можно понимать, какой удельный вес нефтяников принял участие в Великой Отечественной войне. Работалось, конечно, очень трудно. Многие мужчины ушли на фронт. На буровых, на нефтеперерабатывающих установках, на промыслах начали работать женщины, подростки, пенсионеры. Тем не менее, вот даже в этих тяжелейших условиях в 1943 году было открыто на юге Башкирии знаменитое Кензебулатовское месторождение, которое в первые дни фонтанировало с дебитом около 6000 тонн в сутки. Такого фонтана, республика и страна тогда еще не знали. И неудивительно, что за это открытие главный геолог Башнефтекомбината Андрей Алексеевич Трофимук был удостоен звания Героя социалистического труда. Это произошло в январе 1944 года, и вместе с ним звание Героя Советского социалистического труда получили еще 5 нефтяников страны. Это были первые герои социалистического труда в большом отряде советских нефтяников. Но в годы войны надо было не только добывать нефть и перерабатывать ее, поставлять ее на нужный фронт и прочее, прочее. В годы войны в Башкирию было эвакуировано огромное количество предприятий нефтяной промышленности. Этот перечень, конечно, очень большой, но я бы хотел только остановиться на некоторых из них. Я уже говорил о наркомате нефтяной промышленности. Второе, было эвакуировано несколько буровых предприятий.
и из Баку, Грозного, прочее, прочее. Которые, конечно, значительно усилили такую экономическую мощь наших предприятий. Конечно, в отрасль, в Башкирию приехало огромное количество классных специалистов из других районов, которые были эвакуированы. Но самое главное, в Уфу был эвакуирован Московский нефтяной институт, который в 1943 году вернулся обратно в Москву, и далее на базе вот этих эвакуированной части Московского нефтяного института вначале был создан уфимский филиал Московского нефтяного института, который впоследствии там, 1948 года, превратился в самостоятельный Уфимский нефтяной институт. Это первый институт нефтяного профиля вот в районах второго Баку. И, конечно, создание этого института сыграло в последующие годы огромную роль, потому что именно здесь, в эти годы, началась массовая подготовка специалистов-нефтяников из коренного населения республики. Вот. Что в конечном счете вот, совместно с эвакуированными предприятиями позволило послевоенные годы резко нарастить объемы добычи и переработки нефти. Говоря о войне, не могу не назвать две цифры. За годы войны в республике было добыто 5,3 миллиона тонн нефти. Во многих передачах неправильно называются цифры, там 8, 10, иногда даже и большие цифры. Даже называется цифра, что Башкирия в годы войны обеспечивала 80% добычи нефти страны. Это далеко не так, потому что в годы войны было добыто более 110 миллионов тонн нефти. То есть добыча Башкирии – это 5%. Но какие эти 5%? В каких условиях это все добывалось? В стране нефть была, но нефть находилась в Баку, в Грозном. Но когда немецкие войска подошли к Волге, оказались перерезаны все транспортные артерии, по которым вот бакинская нефть и нефтепродукты поставлялись в центральную часть России. И тогда были приняты такие серьезные меры, что нефть из Баку в цистернах транспортировалась по Каспийскому морю в Туркмению, в Красноводск. Ну, естественно, вот представляете, это вот железнодорожные цистерны, но без колесных пар. Это вот как цепочка сосисок. Вот это такие цистерны, не полностью загруженные нефтью, переправлялись через Каспийское море, а дальше через Среднюю Азию, Сибирь, значит, поставлялись вот в центральную часть Российской Федерации. Поэтому вот башкирская нефть, башкирские нефтепродукты сыграли колоссальную роль, особенно в Сталинградской битве. Потому что горючее для армии в Сталинградской битве поставлялось именно за счет Уфимского и Ишимбайского НПЗ и Саратовского НПЗ. И поэтому вклад в победу, особенно вот в Сталинградской битве, башкирских нефтяников, башкирской нефти, весьма значим. И
в Музее обороны Сталинграда, Волгограда, значит, находится даже один из приказов Наркомнефти страны, где отмечается вклад башкирских нефтяников в победу. Нефть нужна была и Германии. Поэтому, когда захлебнулась битва за Москву, когда они потерпели там поражение, Гитлер решил повернуть свои войска на юг, потому что ему нужна была бакинская нефть. А в их планах было завоевание не только бакинской нефти. Следующий этап они планировали – это выход в Иран и уже захват иранской нефти. Не зря в один из дней рождения Гитлера его приближенные подарили торт, на котором был изображен бакинский промысел с вышками и прочее, прочее. То есть это его была маниакальная такая идея, и он не раз заявлял в своем в своем ближнем окружении, что без бакинской нефти мы проиграем эту войну. Я могу добавить, что он ее действительно проиграл, и проиграл он потому, что была еще и башкирская нефть. Это очень важно. Закончилась война, но многие эвакуированные предприятия, они остались в республике. И, по сути дела, вот это позволило в послевоенные годы сделать мощный рывок, вернее, в темпах развития нефтяной промышленности. Основу этому делу положило открытие Девонской нефти в Туймазах в сентябре 1944 года. Потому что лишь одна эта скважина, сотая, первооткрывательница этого месторождения, она давала около 250 тонн нефти в сутки, что было равно добыче нефти из 75 ранее пробуренных угленосных скважин. То есть вот одна скважина, она перекрывала добычу 75 скважин, ранее пробуренных на другой горизонт. Добыча стремительно растет, и уже в 1954 году, Башкирия выходит на первое место, Башнефть выходит на первое место в стране среди всех нефтедобывающих регионов страны по объему добычи нефти. Тогда добыча составляла 13 миллионов тонн. А в 1945 году, для сравнения, мы добывали чуть больше 900 тысяч тонн нефти. То есть практически вот за такой короткий срок добыча нефти выросла практически многократно. Можно посчитать, конечно, но я думаю, что это где-то в 15 раз она выросла. В 1955 году Башкирия выходит на первое место в стране среди всех нефтедобывающих регионов страны. То есть мы впервые обогнали азербайджанских нефтяников.
это очень, это, по сути дела, годы такого расцвета нефтяной промышленности, значит, Башкирии. Потому что в 1954 году Башкирия добывала 22% союзной добычи нефти. То есть каждая 5-я тонна нефти страны – это вклад башкирских нефтяников. Поэтому, говоря о вкладе башкирских нефтяников, победу в Великой Отечественной войне не могу не сказать, что в приказах Верховного командующего страны Иосифа Виссарионовича Сталина, значит, 30 раз башкирским нефтяникам объявлялась благодарность. Это ли не высочайшая оценка вклада башкирских нефтяников? И большая группа башкирских нефтяников в годы войны, это в 1942 и 1944 году, было отмечено высокими правительственными наградами. Это тоже есть оценка того, что сделали башкирские нефтяники для победы. Мне кажется, что вот эта оценка, вот этот вклад, все же героизм башкирских нефтяников на фронтах войны и в Трудовом фронте, он не нашел достойного отражения вот в средствах массовой информации, в кино, в печати и прочее, прочее. Ведь могу сказать, что в послевоенные годы в коллективе башкирских нефтяников работало 12 героев Советского Союза, 4 полных кавалеров орденов славы. Я думаю, это тоже о чем-то говорит, что именно после войны многие воины, которые показали свое мужество, храбрость на ратном поле, они или вернулись, или пришли вновь работать в нефтяную промышленность, понимая, какое значение имеет нефтяная промышленность для восстановления народного хозяйства страны. Я вот думаю так.